Вот у нас книга «Ветеран» Джафар Тарихи. Вот. Самый первый том. Да, самый первый том. Он заложен был в 93-м году, в 94-м году его выпустили в Оренбурге. Да. Раиль Шарипов, он же президент Оренбургской Булгарской Народной Республики, про которую мало кто знает, но она была реально. Вот. Раиль Шарипов, наш ветеран, да, погиб в революции, во второй булгарской революции. Погиб героически, вот, пал смертью храбрых. Но память о нем жива. Вот. Потом, значит, вышел первый том Джафар Тарихи в Дунайской Болгарии. Это на Дунайской? Да, 2001 год как раз. Так, это на каком языке? На русском, это на русском они выпустили, да, на русском. Вот. И потом вышел Джафар Тарихи. Это уже Дунайская. Да, это тоже Дунайская Болгария, но уже на дунайско-болгарском языке. Какой год? Пятый год. 2005 год. 2005 год. Вот такие издания шикарные, просто шикарные. Приятно. Вот, приятно в руках подержать, да. Потом, значит, мы здесь выпустили недавно совсем, это Васыла Куша, это в прошлом году. Вот, Васыл Куш, шикарное тоже издание. Знакомый. С рисунками, да, это печенек. Скачет печенек. Да. Булгар печенек. Вот. Чулман Талгаву в Дунайской Болгарии была опубликована. Вот. Чулман Талгаву это древнейший булгарский эпос. Это 2 век до нашей эры. 154 год. 154 год до нашей эры. Вот здесь тракийские сокровища. Ну, траки это булгары. Древние булгары, Балкан. Вот. Чулман Талгаву, да. Вот выпустили мы также Булгар Тарихи. Булгар Тарихи. Вот. Тут на 2 сторонах, значит, заголовок. Это Булгар Тарихи для тех, кто только начинает знакомиться с историей. То есть тут все булгарские цари указаны за 6000 лет. Последние, да. Потому что еще до этого были. Еще 6000 лет, еще больше 6000 лет шла булгарская история. Но вот последние 6000 лет это булгарские цари здесь указаны. Вот. То есть начинающий может сразу обращаться к этой книге. Булгар Тарихи, и он все поймет. Здесь краткие сведения по праздникам, по нашим поэтам, писателям, все здесь человек найдет, короче говоря. А Васыл Куш это наш писатель, крупнейший 16 века, 16 век, эти рассказы из его сборника 1542 года. Он человек такой с юмором, описывал свою жизнь, иногда приходилось умыкаться, вот, и одновременно он крупнейший аристократ булгарский был. Предупреждал о том, что Казанской области Булгарии грозит захват. Но не прислушались к его мнению, и в результате предательства Казанская область была захвачена войсками Ивана Грозного. Это было страшное предательство, несусветное предательство, которое не описано, кстати, историками. Наши стесняются описывать это предательство, но оно было. Оно было. Казань неприступный город был совершенно. Иван Грозный привел сюда более 500 000 человек. Не 150 000, как писали раньше. 150? И более 500 000. Он снял войска со всех русских городов. Абсолютно. Со всей России снял войска. Границы остались неприкрытыми. И если бы кто-нибудь напал на границы, капец бы был. А вспомните, он только пошел в Казани, крымский хан напал с юга. Да. И он что делает, Иван Грозный? Не войска из Москвы идут на хана. Хан двигался к Москве. А Иван Грозный разворачивается от Казани и идет на крымского хана. Он недалеко еще ушел к Казани. То есть войск-то больше нет. Только при нем войска развернулись, и навстречу крымцам сразу двинулись вот эта орава 500 000 человек. Вот, с лишним. И вот, и даже они бы не взяли Казань, даже эти 500 с лишним тысяч человек Ивана Грозного. Но предательство. Было предательство. Но значит, кто-то стесняется об этом говорить. Вот Казань. Вокруг Казани форты, да? Форты, крепости. Их 30 крепостей вокруг Казани. Любой противник, который окружил Казань, он подвергается ударам с этих фортов, со всех направлений. Причем в любое время, день и ночь. То есть ни один противник не может это выдержать.
Что делают предатели? Они все эти форты сдают. Тепленькими взяли. На что они рассчитывали? Рассчитывали на то, что в России им будет лучше жить. Вот на что рассчитывали предатели, которые сдавали эти форты, булгарские предатели. Потом они в России стали называться служилыми татарами, получили поместье, обрусели, стали великими русскими писателями, поэтами, вот их потомки. Вот. Но хочу сказать, что да, они вот эта часть получила. То, что хотела, да. Ну, а народу пришлось мыкаться под игом. Под игом. Да ладно мы русским. Ладно мы русским. Русские власти поставили на нашу шею еще этих татаристов. Паразитов. Этих дармоедов, ничего не делавших никогда в жизни. Вот. И татаристы с нас стали пить кровь. Мало того, что мы в казну еще платим русскую, они еще пьют кровь у нас, как прилипалы. И поэтому народ звал татаристов татарчеки, кровососы. И они до сих пор ими являются. До сих пор ими являются. И поэтому народ наш татаристов не любит. Татаристы стали думать о том, как бы им народ составить. Потому что они, получается, что татаристы есть, а татарского народа-то нет. Булгары-то живут одни здесь. Здесь жили и есть только булгары. Выйдите на улицу, там ни одного татарина нет. Нигде. Пройдите через всю Казань. Ни одного татарина, чуваш встретится вам, русский встретится, булгар встретится, чуваш нет. Нет нигде. Нет, татар нет. Казацкий атаман Савельев проехал через всю Россию, пишет в 1915 году, ни одного татарина не встретилось мне на пути. Ни одного татарина. Не видел он, не видел. Это все булгары, да. 1915 Да, 1915 год. Уже началась Первая мировая война. Да. Другие ученые приезжают сюда, тоже говорят, все булгарами называются. Никого. Из татар нет никого. Кто же у нас первый татарин? Первый татарин у нас Галимзян Ибрагимов. Читал. Галимзян Ибрагимов в 1911 году со страшного перепою, вот, он объявил, я, говорит, татаро-монгол и все. Его стали товарищи удерживать, но он стал кричать, буйствовать на улице. Мы, говорит, образуем новый татаро-монгольский народ. Здесь прям. Вот. В Казани. Вот. Ну, полиция арестовала его за нарушение порядка, да, безобразного. Да, безобразного. Но он, тем не менее, не остановился. Не остановился. С дружками вместе сколотил он 15 человек их было. Вот 15 татаро-монгольского народа было. Это они столько расплодились сейчас? 15 человек он сколотил. 15 человек. Ну, нет, их сейчас 16 всего. Да, было, на одного увеличилось количество. Да, за счет Дамира Исхакова. Дамир Исхаков 16 стал татарин. Заслуженный татарин. Это который монголицу приглашал людей. Да. Он прямо, последователь Галимзяна Ибрагимова, он говорит, там наша родина. Галимзян Ибрагимов указал нам, что наша родина в Монголии. Сейчас у них скот пал этой зимой. Надо со скотом Дамиру Исхакову двинуться туда, на помощь трудящимся монголам, чтобы спасти их от голода. Страшный голодуха была у них. Не урожай. Да, не урожай. Пускай он, значит, своих буренок вяжет веревочкой и, значит, туда. Но это гуманист все-таки. Надо быть гуманистом. Не на деле, не на словах, а на деле. Помочь надо. Раз ты монгол, Дамир Исхаков, вперед! Братскому народу. Да, кто еще там у нас? Из этих. Измайлов есть такой. Парень шустрый. Вперед! В Монголию! Монголию, иди помогай своим сородичам. Помню. Потому что он, не знаю, он называл себя, но кто-то там из них называл себя, я, говорит, татар баласе. Ну, бал по-булгарски член. Но они не знают. Ну, татар баласе, такие баласе, ну, ради бога. Но знать надо булгарский язык. Какими словами говоришь? Вот. Бал у нас не только бал. Бал. Да. Отсюда у русских мужчины, любящие женщин, назывались как? От булгарского балта. Ну, балбес! Знать надо русский язык. Так вот. Да. Тот, который назывался уже импотент. А все.
татар молодца, а уже нет ничего. Тоже в Монголию ему, в Монголию, вперед. Вперед в Монголию, там отдыхайте. Там зимой 45-50 градусов, летом столько же. Только жары. Только плюс. Только жары. Только плюс, да. Кайф обеспечен будет. Кайф обеспечен. Ну, монголы, я думаю, отпаят их. Кумыс. Кумысом, да, отпаят монголы. Там имеется еще... Хороший народ. Фархад. Монголы хороший народ. Там же имеется еще есть, по-моему. Да, они не дадут этим татаристам помереть. Не надо. Не дадут помереть татаристам. Этого Измайлова, Дамир Искакова и еще вот этот татар Баласе, вот, но уже без Баласе, он давно, вот, они отпаят их, вот, и переправят сюда в запломбированном вагоне. За это они пускай не волнуются. Не волнуются. Оплатят им командировочные, вот, этими тугриками, вот, по 30 тугрик каждому дадут, вот. Так что тут все в порядке. Ну, а нам надо решать вот дело с переписью, товарищи, с переписью. Перепись на носу, вот-вот произойдет. Каждому теперь разрешено, вот пришел к вам переписчик, что вы должны сказать? Исан Месес, да, по-булгарски. Или Мерхаба, тоже по-булгарски. Или Хайрле кен, если кен. Или Хайрле иртя, если иртя. Хайрле кич. Или Хайрле кич, да. Ну, сказали ему и сразу, кто вы такой, дорогой друг? Записали фамилию переписчика, он сел с вами за стол, протягивает вам бумагу, вы говорите, я хочу сам написать национальность. У вас есть это право, дорогие товарищи, в этой переписи. И вы сами выводите булгар, потренируйтесь еще дома, если писать не можете. Булгар через У. Булгар. Если вы напишете болгар через О, то тогда прямиком попадете к дунайским болгарам. Помощь братскому народу. Да, помощь братскому народу. Их у нас 32 или 33 тысячи здесь в России. Вот прямиком вы будете 34-м там. Это ради Бога. Тоже надо помогать другим народам. Надо. Ну, а тем, кто хочет здесь числиться, те через У должны писать. Булгары. Теперь дальше. Написали свою национальность. Не забудьте о том, что у вас есть семьи, родственники. Они же не могут быть другой национальности, если вы булгар. И они булгары, наверное. Потому что если вы марсианин, то и родственники ваши марсиане. Никак не могут быть лунатиками они, да. Остальные-то. То есть тоже булгары. Не забудьте про них, про родственников. По расчетам специалистов, которые сейчас у нас есть, каждый год вот в России 1,2 тысяч, 1,3 миллиона, 1,5 миллиона, все булгарами себя называют. Но так как был, или есть даже, да? Тишков есть такой, ученый русский, а может не русский, он считает себя ученым, но и Тишков. В Российской академии, по крайней мере, он работает. Вот он говорит, все советские переписи — фальсификация. Правда. Голую правду сказал. Чувак сказал голую правду. Впервые в жизни. Спасибо, Зур-Рахмат Тишков, за правду. Все эти наши 1,5 миллиона булгар, куда они пропадали, исчезали? Вот. 1,5 миллиона назвали себя в 1926 году. Где они? Нет. Мы ищем по книгам. Нет их. Нет. Хорошо. Одному чуваку удалось спуститься туда. Прямо в хранилище карточек. Переписи 1926 года. Разворачивает. Батюшки, булгар идет там. Сплошняком. Карточка. А на выходе татары. Что это такое? Это опять конструкция. Что такое? Да. Вот большевики запретили нам называться булгарами. Как их после этого назвать? Ну, русский язык богатый. Да. Богатый. Прекрасные слова есть. Для характеристики большевиков. За эту подлянку нам. Страшную подлянку они нам испортили, подсунули и испоганили нам 70 лет. Целых 70 лет нам испоганили. Но теперь, с 2008 года, мы самостоятельный булгарский народ. Будьте добры, давайте уважать. Мы добились, вы уважайте свою борьбу. За что боролись? Пишите себя правильно. Булгар.
Булгар. Пишите себя правильно. Булгар, булгарка. Все, больше от вас ничего не требуется. А там, как вы в действительности себя произносите на своем деревенском наречии, это никого не волнует. По-русски принято писать нашу национальность, а вас записывают российские переписчики. По-русски булгар, больше никак. Вы сами там пошли в свою деревню и говорите: я Палхар. Ну ради бога! 100 раз Палхар! 100 раз Палхар! Будь 100 раз Палхаром. Или я Балкар. Ради бога Балкар будь. Будь Балкар. Или другой приходит: я Булгар. Это как мы сейчас говорим, да? Как наш сейчас называют. Ради бога. У нас между Б и Л вообще нет гласных, да? Болгар, мы говорим, болгар. Вот. Ради бога. Но перепись по-русски вы пишете булгар. У пишете, у. В общем, надо учить русский язык. Учите русский язык. И раз живете в России, учите русский язык. Уважайте русские законы и уважайте русский народ, русские обычаи. Уважайте другие обычаи, уважайте и свои обычаи. Если не уважаете никого, вы и свое не уважаете. Вот мы столкнулись с тем, что татаристы не знают наших обычаев. Вот в этих книгах они описаны, наши обычаи. Читайте эти книги, все будете знать. А раз ты не читаешь, мы тебе чем поможем-то? Ну раз ты не читаешь. Лекцию прочтем, к тебе домой приедем, в твою каморку под лестницей. Приедем тебе читать лекции, да? 100 человек к тебе приедет. Ты соберешь 3-4 алкашей, они будут слушать, да, нашу лекцию. Можете ансамбль песни и танца каждому доставить. Ну, читайте сами. Все выставлено в интернете. И, кстати, и песни, и танцы, все мы выставим там. Все будете слушать. Все праздники выставим вам, чтобы вы знали. Так что не робейте. Все в интернете будет. Все наши фильмы, все новинки, все новости, все будет через интернет. Раз через интернет мы сейчас общаемся с булгарским народом, то будьте любезны. Складчину ли, как хотите. Но на 3-4 семьи интернет у вас должен быть. А как же вы будете разговаривать с нами? Как мы с вами будем разговаривать? Газеты, да. Радио. Газет у нас нет. Русское государство еще не успело нам ничего дать. А Ельцин так вообще не хотел нам ничего давать. Он с татаристами вась-вась был, со своими шахраями, махраями. Вот. А Путин, он не успел, воевал в Чечне. Вот. Медведев сразу дал нам право называться булгарами. Спасибо ему. Спасибо. Вот. Но не успели пока разобраться еще. Сколько нам нужно? Вот по переписи мы укажем 300 тысяч. На 300 тысяч нам учебников выпустят. Вы это поймите. Каждый булгар должен понять. Укажете себя 20 тысяч. Вам на 20 тысяч выпустят книжки. Вы скажете: а вот нас больше. Так и указывай себя, если больше. Указывай себя. Больше будут издавать. Все зависит от вас. Все зависит от вас. Был народ, я не буду его называть, мне жалко его, в России жил. То есть в 1920 году живы-здоровы были 100 тысяч человек. И вот так они говорили. Не называли себя по переписи. Как хотели, называли себя по переписи. Как хотели. Хотя им не запрещали. Пожалуйста. Потом они, что нам мало учебников. Так ты называй себя этим своим именем-то. Проси конкретно? Да. И так они исчезли. Их вообще сейчас нет, этого народа. Я повторяю, что, к сожалению большому, потому что я с симпатией отношусь ко всем малым народам. Но отодвинь ты свой граненый стакан-то. На время переписи-то. Отодвинь селедку, отодвинь огурцы соленые. Укажи себя по переписи человеком, кем ты являешься. А потом уже снова продолжай пить, гулять, сквернословить. Укажи себя по переписи правильно. Лучше не сквернословить. Иначе... Конечно, нельзя все это делать, но фактически ведь. Да. Падение вот у нас булгарские аулы. Пьянка. Это это еще говорят тут еще. Да. Вот кто еще с похмелья еще приходит в себя. А там вообще мертвецки пьяные. Заезжаешь в иной аул булгарский, мертвецки пьяные.
Мертвецкий пьян. Геологи рассказывали, что такое было раньше только на Крайнем Севере там. Бедных споили северные народы. Ну, Геологи все эти. у них нет... Нефтяники, да. Нефтяники больше всех пьют у нас. Вот. Кроме нескольких хороших человек, не пьющих, но их по телевизору показывают за это. Каждый день не пьющие нефтяники. Вот. Трезвые. Да, трезвые. Вот. А так, там работают. Пьют, страшно, все страшно пьют. И бедных этих северных народов всех споили. Всех споили. А у нас-то с чего пьют-то? Это уже по привычке, по-моему. Они сейчас по привычке. По инерции как по пошли. Привычке. Да, как да. Беда? Ну, Прям как беда. бараны, извиняюсь уж. Да, как да, бараны да, идут. Вот, да, подвести-то можно. Не, баран пить не будет. Баран Это... пить не будет. Баран-то умнее. Баран умнее. Баран. Разве можно пить? Ну, только я могу понять то, что И по лошадь, переписи. и лошадь не будет куда. Да, вот Тишков говорит, фальсифицировали. Да, фальсифицировали. Мы называли миллионы, нам ставили ну, хотя... 1-2 человека, там, в лучшем случае, да, и они исчезали куда-то. Вообще в отчетах не было. Вместо миллиона одного человека ставили. Но сейчас считают вас, от этого будет зависеть, от подсчета, сколько у нас будет штатных единиц в экономике, в администрации, в институтах, сколько нам штатных единиц дадут. Если укажете себя, нас будет, допустим, 500 тысяч, булгар укажет себя, да, вот здесь, уже будет отделение в университете Казанском, булгарское отделение. Я вам обещаю. Вот вы принесите мне отчет о том, что по переписи 2010 года 500 тысяч булгар назвали себя булгарами. Вот здесь, да? Я с этой книги прямо иду к ректору. Куда следует, да, и к кому следует. И открывают булгарский, как миленький факультет откроют. Специально для подготовки нам кадров. А в Институте языка и литературы тут же будет открыт булгарский сектор. Тут же откроют. Где будут булгарские ученые уже изучать. Вот мы всю жизнь ведь, да, сами бедные надрывались на свои деньги, все это издавали. Правда, в отличие от татаристов, татаристы тоже иногда, Дамир Исхаков, говорят, издал одну книгу, никто у него не купил, он разорился. Теперь ходит, спотыкается у себя дома, в туалет идет, когда падает, значит, со страшной силой, а свои стопки книг, которые у него не покупают. Они бы спросили, да. посоветовались бы с нами. Какой тираж? Да. Но у нас все раскупили. Вот правда, да. У нас тут беды такой нет, как у Дамира Исхакова. Дамир, там, в Монголии, будь осторожен там. Змеи, ящерицы там. Монгол хороший народ, а вот змеи, ящерицы там, смотри. Да, а может и тарантул, каракурты там, кстати, ползают с удовольствием, ждут тебя. Вот, ты у нас друг пустынь вечный. Вот. Что еще хочу сказать? Итак, все зависит от вас. Как вы себя указали, сколько вы указали себя, так к вам и будет отношение. Если опять пропьетесь и неуважительно отнесетесь к переписи, тогда к вам и государство будет относиться так же, как к пропойцам, да, как к жалким пропойцам, позорным. Никто вас всерьез не будет воспринимать. Если серьезно подойдете, серьезно к вам будут относиться. Вы сами себя ставите теперь в положение. Не жалуйтесь потом, не вякайте, что вас не оценили, над вами смеются. Сейчас вам разрешили быть самими собой, и на вас смотрят теперь. На вас смотрят, как вы ведете себя. Ведите себя прилично, как нормальные люди. Все будет хорошо. Итак, мы все можем дать народу, да? Все можем дать народу, кроме одного. Мы не можем выпустить из учебники. Вы знаете, что вот я пенсионер, да? Ну, я вытащу, вот. Вы пришли ко мне с головной болью, известно после чего. Вот. После чтения. Стоите молча, руку протянув, да, чтоб я, сколько, 100 рублей, что ли, стоит сейчас. Ну, я сердобольный человек, ну, могу дать, если у вас заслуги перед булгарским движением есть. Только при этом случае. Просто так не дам. Заслуги есть, ветерану дам. Ветерану булгарского движения дам. За расстройства всякие от татаристов.
Вот, чтобы человек поправил здоровье свое. Но, знаете, 100 рублей, братцы, книгу не напечатаешь, да? Вот, для всего народа. Это государство должно печатать. Государство. Поэтому вы указали, у вас 500 тысяч, вот на 500 тысяч будут учебники выпущены. Понимаете, да? Каким образом будут выпущены? Открывается сектор в институте, там сажаются ученые, они пишут вам буквари, азбуки, там, учебники всевозможные, литературу булгарскую, учебники, история булгарская, все. Теперь уже они будут писать, ученые, кадровые. Но мы как вроде как любители, такие, любители истории. Вот. Ну, будем им подсказывать иногда. Аборигены. Да, мы любители, будем им иногда подсказывать там, ученым. Но специалисты должны работать, да, конечно. Да. Но, конечно же, это только под силу институтам выпустить учебники для, допустим, сотен школ. Да, еще надо школы нам. Ну, школы, ну что, вот тут товарищ есть пропойцы, которые из запоя не выходят, их татарами пишут, да, ну что сделать? Он потом говорит, ой, я это самое, под столом валялся, да, в это время. Когда, да, зашла переписчица, женщина симпатичная, я под столом валялся, ноги только торчали в старых носках, вот, порванных, да, порванных. Вот. Ну что ж, вот таким, которые остались в киздыках, а киздык это сибирское название. Хиждык? Ну да, по-персидски да, хиждык, по-персидски да. А русские киздык говорили. Киздык это недотеп, так называют. Вот раз вы недотепа, вот. Ну что ж, и в татарах вам остались, потому что переписчик не знает, она спрашивает у вашей матери, которая по-русски не может говорить, кто это валяется там? Она говорит, татар, но она имеет в виду, что известно, у нас татар ведь ругательство. Да. Она ругает вас, что вы под столом валяетесь, пьяный. И она говорит, татар валяется. Ну, вас записали, да. И вот, и она пишет вас татар. Татар пишет. Записали, и у вас все, и дети теперь татары. Вы в татарах оказались по пьянке. Что делать в таком случае? Ну вот, школу-то мы разделять не будем. Ходите в булгарскую школу, которая откроется. Ради Бога. Но никакого притеснения не будет? Нет, будем жить мирно, дружно. Ну вы же пропустили по пьянке, это же болезнь у вас. По болезни пропустили. Я думаю, что так и сотни тысяч болеют, страдают этой болезнью, может быть, кроме вас. Да. Надо прощать. Мы не только прощать, заботиться будем о вас, чтобы вы выздоровели окончательно. Так что не бойтесь, от алкоголизма вас, значит, вылечим и запишем булгары. Что не беспокойтесь. Всех тут от алкоголизма вылечим. Да, Аллах-Берса, Божья помощь, иншаллах, да. Вот. Так что вы за это не бойтесь. Тут все утрясется, устаканится. Вот. Будет и правильное название нашей страны, оно возродится, не вызывает сомнения. Сколько бы тут отдельные товарищи не выплясывали чечетку, да? Тара-та-та, на это тар-тар-тар. Все это, да. Все это закончится известно чем. Это все время. Да. Их чечетка закончится, и появятся неоновые вывески с названием Булгар-Иле. Никуда от этого не деться. Здесь Булгария была, здесь Булгария останется. Об этом не может ни у кого быть сомнения. Это так оно и будет. Итак, будет Булгар-Иле, будет булгарский народ большой, могучий, сколько его есть на самом деле. Ну, в конце 19 века нас было 15 миллионов. Я думаю, что цифра правильная, абсолютно, да. 15 миллионов, да. Гая Скати указал, 15 миллионов. Вот. Я думаю, человек, он знающий, он самый умный был у нас. Я думаю, что не меньше нас будет. Не меньше 15 миллионов почему-то, вот, мне кажется, отлично. Все в порядке. Если не будете пить, у вас бала будет работать. Появится еще. Появятся дети. Балалар появится. Да, балалар появится от этого, от балы. Вот, балалары появятся. Вот самый лучший, конечно, балалар. Это самый приятный. Вот с кем иметь
Нет, слушай, на нас обижаются. Вы у нас уводите. Кто уводит? Мы уводим. Еще тогда, в 88 году было сказано, Да. что все Кряшины, там, Мишары, все. Мы не трогали башкортов, еще кого-то там, которые уже как отдельный народ считаются, правильно? Нет, башкорты это башкорты. Они, да. это братский народ. Да. Башкорты И нас теперь говорят, пытаются, мы башкорты. нас теперь Ради Бога. пытаются А вот стравливать. чуваши, они говорят, мы булгары. Ну, и ради Бога, разве я против? Надо им писаться, допустим, чуваш-булгар или булгара-чуваши. И тогда булгары-чуваши, их никто не перепутает, так ведь? Конечно, Булгары-чуваш, но все будут знать, что они булгары. А так мы как узнаем, что они булгары? Как мы узнаем, что чуваш-булгар? Ну как? Как я должен знать? Он в задушевной обстановке мне будет рассказывать весь день и всю ночь, сидя со мной рядом, про то, что он булгар. Ага. А в переписи снова пишет чуваш. Позвольте, как так может быть-то? Ты, значит, сегодня был со мной булгаром, да, а завтра ты в переписи укажешь себя чуваш. Вот это да. Вот это да. Ну ладно там, запой, упал под стол, переписчик записал его по ошибке. Нет, не пьют, да. ребят, там такие. Да. Вот у меня есть родственники чуваши, они не пьют. У меня тоже. Не пьют. Да. У меня не пьющие родственники. Трудятся. Пожалуйста. В рот не берут. В рот не берут. Стыдно должно быть тем, кто здесь живет. Мусульманы себя называют. Вот чуваш православный, говорят, православный много пьют. А вот чуваш православный, у меня есть родственник. Он никогда не пил и не пьет. И слава Богу. Розовощекий, здоровый, хорошо работает, много получает. А вот эти пропойцы, все им плохо. Пропойцам все им плохо. Да уж, и все требуют, давай, Да. как Тукаевич говорил. Не давай, надо пить, давай. не надо проспать. Да, пишите сами. Булгар через У. Все будет хорошо. Да. Чем больше напишите, тем больше книг получите. Причем государство, оно издает вас по льготным ценам. Пожалуйста, вы по дешевке покупайте учебники, книги. Помочь надо государству. Помочь надо. Укажи, сколько вас. Это наш гражданский А не потом кричи, когда уже перепись прошла. В перепись укажи. В перепись. Вот это важно. Вот это важно.